первые дни поста архипастыри неустанно посещали вверенные их попечению приходы, чтобы как можно больше людей напутствовать и благословить на труды Святой Четыредесятницы. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию преждесвященных даров в храме пророка Илии на Пороховых. На богослужении побывала и наша съемочная группа. Белые накидки в храмах сменились темными, великопостными, да и сама атмосфера незримо изменилась. И в Доме Божием во имя святого пророка Илии также день за днем с Божьей помощью православные верующие через покаяние, через доброделание, через молитву будут восходить к светлому Христову воскресению. Я не так давно в храме, чуть больше года, но это мой второй Великий пост, который я прохожу. И это всегда встреча с собой. То есть прошлый пост дал огромное море размышлений. Это не только молитва, но и чтение, конечно, святоотеческой литературы. Это Евангелие, которое постоянно с тобой. Это возможность быть поближе к Богу перед тем, как праздновать Его воскресение. Литургия прежде освященных даров – это особое богослужение. Смысл его в том, чтобы не лишать верующих таинственного общения с Господом и в то же время не нарушать поста. Брать надо в посту, как мне кажется, самую небольшую страсть и пытаться побороть сначала ее. И тогда, конечно же, видя это преображение, очищение от греха, от какого-нибудь небольшого маленького нашего пристрастия или нашей небольшой малой страсти, мы сможем накопить опыт для борьбы с самой большей. И не впасть в уныние от того, что у нас ничего не получается, или то, что мы слишком расслаблены. Не стоит на себя брать слишком много. И соразмерно идти в Царствие Божие. После богослужения владыка Варсонофий обратился к верующим с архипасторским словом. Для того, чтобы подражать Христу, надо знать Писание и надо его исполнять. И вот мы сегодня, проходя пост, каясь, исповедуясь, причащаясь, все-таки должны настраивать себя на жизнь во Христе, брать пример со Христа. И Господь нам поможет распределить силы, здоровье, средства правильным и нужным направлением. Поэтому всем я нам желаю справиться и жить так, как велит нам Господь, как написано в Слове Божьем. Аминь. В ответном слове настоятель храма, протоиерей Александр Будников, пожелал владыке сил, духовной крепости и здоровья и вручил букет алых роз, который напоминает, по его словам, о грядущем воскресении Христовом.